пишу Крым, ближайшие, да, города. Вот Судак мне нравится, как бы он недалеко здесь находится, недолго добираться до него, и очень красивые пейзажи. В основном это пейзаж, изредка пишу натюрморты, цветы мне нравится писать. Детство – это блокнот, карандаш в кармане. И вот это моя игрушка детская была. Из-за этого начала, это я даже не помню начала. Не было возможности идти учиться. Но жил я просто в окружении таких творческих людей. Такой ксмет, что у меня родные, братья такие рисовать любили. 14-15 лет было переезд в Крым. Это 90-е, где-то в 90-м году, по-моему, мы переехали. Я отучился здесь последний класс в школе и поехал поступать в Симферополь в училище имени Самокиша. Я живу в Старом Крыму. Как известно, здесь находится древнейшая мечеть. Мечеть Узбека называется она. У нее очень красивый портал. Само здание, в принципе, такое простое, без купола, но портал – это что-то с чем-то, да? Это завораживающий вид. Тот, кто видел, наглядно подходил к этой мечети, к этому порталу, очень величественный, весь в орнаменте. Этот орнамент переплетен с арабской вязью, с аятами из Корана. Ну, очень красиво. Соблюдаю я уже больше 10 лет, наверное, где-то. Аллах шукур. Писал мечеть Узбек Джами, да? И какой-то мусульманин пришел в этот момент помолиться, в джами зашел, да, намаз почитать. И подошел ко мне. Какие-то вопросы задавал, я точно не помню, но я помню смутно, ну, что-то такое элементарное, такое, что-то спрашивал. Я даже нервничал, я помню. Почему я нервничал? Я считал, что я там знаю все. Я знаю многое, там, любил читать я вообще книги, там, литературу. А тут он мне задает какие-то элементарные жизненные вопросы. Я думаю, ну, что мне такие банальные вопросы задавать? Да? Но в то же время не могу на них ответить. Я был в замешательстве, да? Это меня поразило. Ну, это было первым таким шагом, впечатлительным, да, таким. Ислам, как и любого человека, так и меня, он, я считаю, сильно поменял. На живопись я также начал смотреть сквозь призму ислама. То есть это как? До этого я изображал живых существ, людей, животных. И после того, как я осознал, что такое ислам, я понял, узнал, что, оказывается, это грех, запрещено. И я с легкостью это оставил, хотя я очень это любил. И если бы мне кто-то сказал бы за 5 лет до этого, что ты когда-нибудь не будешь портреты рисовать, я посмеялся в лицо этому человеку. Были моменты в начале, как говорится, такие сомнения, да, как бы, а как будет там, а как будут картины продаваться. Ну, а оказывается, это тоже все не от этого зависит. Когда у меня плохое настроение, я понимаю, что надо срочно на этюды. Это лучший способ поднять себе настроение. Художник меня поймет. Наверное, у всех так. Лучший отдых – это любимая работа. Когда я пишу, я не замечаю время. Особенно, когда получается, то вообще, как говорится, когда попадаешь в цвет, когда берешь состояние,
Вдохновляет красивый пейзаж, красивое состояние, там, погоды, там, закат, то ли это вот летом сильное солнце, необычное какое-то там состояние погоды. Даже сидя со двора, порой хочется вот просто встать и писать небо. Бывают такие красивые с головой небеса, да, там, луна. Параллельно я проявляю свое творчество еще в дереве. Да. Это у меня, наверное, от отца. Он у меня, Аллах рахметуллясын, был хорошим мастером по дереву. И, видимо, я с детства, это что-то вот осталось, какие-то впечатления в памяти. И, видимо, оно сказывается, проявляется с годами. То есть я когда беру в руки кусок там, доски или дерева, то у меня появляется желание там что-то сделать с этого такое интересное, красивое. Это может быть мебель, стол, стулья, в принципе, шкаф. В последнее время сейчас я увлечен эксклюзивными обувными ложками. Шкура Аллаха, у меня семья, как говорится, 3 сыновей. С сыновьями нелегко, особенно когда у них там они взрослеют, у них появляется свое мнение, свое «я».